Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Плотникова Елена Викторовна, я декан художественно-графического факультета, кандидат наук, доцент, член Союза дизайнеров России. Сегодня я вам представляю магистерскую программу, которая называется «Коммуникативный дизайн». Позвольте представить паспорт программы. Формы обучения по программе в этом году у нас очно-заочная или вечерняя и заочная форма обучения. У нас в этом году есть бюджетные места, 12 бюджетных мест на очно-заочном или вечернем отделении и 15 бюджетных мест на заочке. Срок обучения и на очно-заочном, и на заочном отделении одинаковый – 2,5 года. Также, если вы не проходите на бюджет, вы можете подать документы на внебюджетную или коммерческую форму образования. Стоимость обучения приблизительная, это стоимость прошлогодняя, 40 800 рублей. Она одинаковая и на очно-заочной, и на заочной форме обучения, но точно стоимость будет известна только в июне этого года, и ее вы сможете узнать, позвонив в приемную комиссию. Вступительные испытания – это комплексный экзамен. Возможно две формы. Возможно форма тестирования и возможно форма собеседования. Экзамен сам состоит из, это комплексный экзамен состоит из нескольких предметов. Вопросы подобраны так, что они больше выверяют общий уровень культурной подготовки. Вопросы очень простые. Основы проектирования, основы дизайна, история искусства очень простая, больше похожа на культурологию. Мы выбирали вопросы таким образом, чтобы еще раз проверить ваш уровень, общий уровень подготовки. Значит, перед вами представлены даты, когда вы можете подать документы на бюджет. Это с 20 июня по 6 августа сроки подачи документов на бюджет. Значит, минимальное количество баллов, которые вы можете набрать, это положительный результат, это 50 баллов. Внимательно посмотрите на презентацию и ознакомьтесь с датами подачи документов на бюджет и внебюджетную форму обучения. Значит, особенности программы. Дело в том, что коммуникативный дизайн – это область графического дизайна, поэтому способ подачи информации – это инфографика. Значит, что такое инфографика? Это формат контента, где минимум текста и много изображений. Это могут быть графики, диаграммы, схемы, карты, иконки, анимация и другие изображения. Они могут быть активными, пассивными, статичными и так далее. Много форм подачи информации при помощи инфографики. Нужно сказать, что инфографика в последнее время пользуется большой популярностью. Есть статистика, и вы можете с ней ознакомиться. Более 45% пользователей кликнут на ссылку, если она ведет к инфографике. И 30% из них поделятся этой инфографикой со своими друзьями, даже если она не будет им полезна и не несет для них никакой важной информации. Таковы особенности изображения. Значит, кто делает инфографику? Инфографику делает дизайнер. Причем дизайнер работает от самого начала, то есть от создания эскиза, задумки, сценария до воплощения, то есть до дизайн-проекта или до дизайн-решения. Дисциплины, которые изучают абитуриенты, обучаясь на направлении коммуникативный дизайн, это основы производственного мастерства, где студенты изучают графические пакеты, в которых можно работать с инфографикой. Также изучают такие дисциплины, как методика ведения проектов в дизайне, компьютерные и веб-технологии в проектировании. Это опять же передача информации при помощи инфографики. Основы формальной композиции, цветоведения,
типографика – это работа со шрифтом, инфографика в дизайне, образовании, экономике и других областях знаний. А также студенты изучают технологии мультимедиа и проектирование объектов визуальной коммуникации. Значит, образовательные формы. Чем мы отличаемся от других специальностей? Дело в том, что вы работаете в мастерских худграфа. То есть это не просто какие-то мастерские или аудитории университета, а это профессиональные мастерские худграфа. Также практические занятия у вас будут проходить в лаборатории графического дизайна. И немаловажный факт, это необходимо учитывать, что мы не применяем дистанционные технологии образования. То есть у нас классическая заочка. То есть вы 2 раза в год приезжаете на сессии. Дорожная карта обучения. Чем вы будете заниматься в течение 5 семестров, всех 5 семестров? Значит, в первом семестре изучают базовые дисциплины, которые формируют универсальные компетенции. А во втором семестре изучают дисциплины и проходят практики по научно-исследовательской работе, которую вы выберете. Нужно сказать еще, что тему научной работы студенты выбирают сами, то есть они предлагают руководителю, а руководитель ее уже корректирует. То есть в любом случае это темы, которые вас интересуют. Значит, во втором семестре формируются общепрофессиональные компетенции. В третьем семестре дисциплины, обеспечивающие формирование профессиональных компетенций в соответствии с выбранной вами программой. И четвертый семестр – это формирование специальных компетенций, то есть таких узконаправленных, которые касаются только коммуникативного дизайна. И пятый семестр – это, собственно говоря, итоговая государственная аттестация, защита магистерской диссертации. Дело в том, что у нас тоже есть особенности, специфика. Защита магистерской диссертации, вообще сама магистерская диссертация состоит из 2 частей. Это практическая часть и теоретическая. Теоретическая часть – это магистерская диссертация, то есть это текст, и практическая часть – это визуализация того, что вы исследуете. Вы можете, например, сделать программу обучающую в виде инфографики, причем она может быть абсолютно любой. Она может быть анимационной, не анимационной, решаете вы сами. Значит, где могут работать и какие возможности дает данная магистратура? Значит, вы можете работать преподавателем в школах, вузах, колледжах и так далее. Вы можете работать дизайнером в рекламе, в интернет-журналах. Тут на самом деле достаточно большой спектр применения ваших знаний. Также вы можете быть руководителем тех же студий, например, вы можете стать индивидуальным предпринимателем и открыть свою собственную студию и работать в направлении коммуникативный дизайн. Значит, поступление на программу. Обратите внимание на даты, внимательно. Значит, что нужно для того, чтобы поступить на эту программу? Первое, необходимо высшее образование. У вас должен быть диплом бакалавра или специалиста. Документы, которые вы подаете, это паспорт, это СНИЛС и документ об образовании обязательно с приложением. Обратите внимание, когда начинается прием документов. Прием документов с 20 июня по 6 августа. Проведение экзамена с 7 по 17 августа. А 18 августа вывешиваются конкурсные списки. 21 августа прием согласия на зачисление, в том случае, если вы прошли. И 23 августа издание приказа о зачислении. Обратите внимание, что это сейчас я говорю о бюджете. О внебюджете вы можете узнать, позвонив в приемную комиссию или на сайте. Контакты перед вами. Пожалуйста, ознакомьтесь с ними и используйте их при подготовке к поступлению в магистратуру. Спасибо за внимание.